Максат, Представляю вам соперника. Первый призер бойца в Казахстана по дзюдо. Ему 21 год, рост 173 И, насколько я сантиметра. понимаю, здесь мы Профессиональный увидим дебют, стиль дзюдо. классическое Он представляет команду противостояние, ударка против борьбы. Цункар Сиязбеков. Его соперник в красном углу. Бойцу Тоже 25 интересно лет. понаблюдать Рост за 170 дзюдоистами, сантиметров. которые переходят Также в профессиональный ММА. дебют. Его стиль — вольная борьба. Он представляет команду Капамбек, Туркестанская область, потом Багдад, Бага, Акипай. Рефери Карен Пашикян. Сейчас Карен Пашикян даст команду файт, и седьмая пара стартует у нас. Заряжен очень Сиязбеков. Посмотрим, будет ли он действовать в стойке или сразу попытается перейти в борьбу и там уже работать. И если Максат по жек-пежеку не выступал, это сразу его дебют в ММА, то, конечно, здесь Агыбай имеет преимущество. Широко довольно держит руки, он так размашистая такая у него стойка сейчас, неплохо двигается. Пока все по защите от его соперника. Ну, так уверенно Багдад действует. И вот двоечка, смотрите, целая серия. Но Максат ответил, справа попал. И еще одно попадание, смотрите, от Багдада. Сейчас надо отлежаться немножко Сиязбекову. Прилично он пропустил. Чуть было нокаута мы очередного не увидели, второго, да, в этом бою. Но Багдад не стал он включаться, не стал добивать. Рассчитывает он на свой удар, планирует, наверное, все закончить досрочно. И вот снова попадает. Не так сильно эффективно, как до этого, но тем не менее выцеливает. Видно, что выцеливает. Но Максат пока неплохо отвечает и в борьбу, по-моему, не собирается идти. Тоже немножко уверенности почувствовал. Вот это попадание привело его, скажем так, в чувство. Волнение ушло. И вот снова с разворота бьет Агыбай. И вот смотрите, в ответку теперь пропускает спортсмен из Туркестанской области. А вот это дзюдо, это школа дзюдо, конечно, красивый очень бросок, украшение такие броски любого турнира. И прихватил там плотно Сиязбеков соперника, но нет, выбирается довольно просто Агыбай из этой сложной для себя ситуации, прижимает. И вот еще один бросок. Ну вот, говорю, школа дзюдо, конечно, здесь очень заметно. И локтями сейчас попытался добить Сиязбеков. И теперь на удушение забирает. Но нет, не получилось. Очень динамично спортсмены начали работать. Очень зрелищно. Ну и сейчас, наверное, паузу небольшую возьмут, потому что, ну, все 5 минут, конечно, тяжело в таком темпе работать. Обменялись нокдаунами. И теперь Сиязбеков здесь закрывает гард. И я думаю, грэпплинг у него на хорошем уровне. При первой же возможности он попытается атаковать. Но Агыбай пока ни одного удара из этого положения не нанес. Очень цепко там Максат зацепился. И Карен Пашикян, возможно, поднимет сейчас бойцов, потому что нет активности. Багдад не может работать из этого положения. Не знаю, не пойму, почему не бьет он. Ну вот, поднимает, да, Карен спортсмена в стойку. Чуть больше минуты остается. И посмотрим сейчас концовка, какая будет. Не знаешь даже, чего ждать от бойцов. И вот снова
Сиезбеков бросает и... Только как хотел сказать, что в маунт забрался, фулл маунт Агыбай, но Сиезбеков тоже очень просто из этой ситуации вышел и уже сам находится сверху, и посмотрим, насколько у его навыки работы здесь. Сильнее, чем у его оппонента, там пытается на болевой Агыбай руку забрать. Максат крепкий довольно парень, да? Видно, что физические кондиции у него очень хорошие. Не позволил, там довольно спокойно вышел из этого приема. И вот теперь все, нет. А повторно только я похвалил Максата, как Багдат Агыбай тут же вторым болевым расправился с Сиезбековым, представителем клуба Алем Файтерс. И проходит представитель команды Капланбек в следующий раунд. Дамы и господа, время остановки боя 4 минуты и 44 секунды первого раунда. Болевым приемом на руку армбар одержал победу и вышел в четвертьфинал Гран-при Багдат Пага Агыбай. Я қадірмен көрермендер, біз түркістандық жауынгерді құттықтаймыз. Багдат Агыбай Капланбек спорт